maturdel etkeme elkeminlengten dünyada küp nerse biledim sin tuğan dil arkaga dünyada küp nerse biledim sin tuğan dil arkaga Мы должны цепляться за Конституцию, за наши неотъемлемые фундаментальные права. И вот Айрат и Ильнар, они у нас вошли в редакционную комиссию, они составят, значит, резолюцию круглого стола, обращение к депутатам Государственной Думы, в том числе Гильмудинову, и мы обязательно отошлем и вам и резолюцию, обращение. Надеемся, что вы тоже ее поддержите. То есть, чтобы итог нашего стола был зафиксирован, у нас была прямая трансляция, так что вы можете ее и запись потом посмотреть. Обращение, исходя из новых аргументов, которые появились в связи с новой редакцией законопроекта, вот, не чисто те аргументы, которые были у нас до этого, да, несколько обращений было, а исходя из новой ситуации. Что, приветствую вас, дорогие мои друзья. Надеюсь, ваш круглый стол пройдет так же плодотворно, как наш. По итогам нашего круглого стола, да, помимо резолюции, как я сегодня Руслан уже говорил, мы решили обратиться конкретно к Ильдару Гильмудинову по двум причинам. Во-первых, потому что он председатель комитета по делам национальности Государственной Думы, и во-вторых, он председатель Федеральной национальной культурной автономии татар. И в этой ситуации, пока он напрямую выступает в роли человека, поддерживающего этот законопроект, он фактически выступает от лица всех татар России. И нам кажется, что это неприемлемо. И в этой ситуации мы хотели бы подвести все точки над «и». То есть, если он в конечном итоге поддерживает этот законопроект, то мы считаем, что в этом случае он не имеет морального права зваться ни лидером национальной культурной автономии, ни нам кажется, что он как порядочный человек в этом случае должен поставить свой депутатский билет, если он будет и в дальнейшем, как сейчас, поддерживать этот закон. Потому что все его уверения о том, что все наши прошения, наши интересы соблюдены, это на самом деле фикция. Все-таки мы это видим. Но отозвать, может быть, не отзовем, а, как говорится, немного ползут. Все началось с Сишкаралы у нас, да? Потом постепенно, значит, и вот мы еще не понимали, что это до конца, и вот когда прошел этот, мы его назвали Черный Госсовет наш, да? Госсовет. Тогда уже, конечно, он нас как-то мобилизовал, мы увеличили количество людей в штабе, увеличили мероприятия и немножечко поменяли свою идеологию. Да? Мы, например, отдельные начали встречи проводить про совместные браки, про, значит, мусульманство больше, и мы немножечко поколение вот старались более к молодому теперь обратиться, уже к первокурсникам, уже, значит, просим всегда мы всех обращаться к своим племянникам в деревне, значит. Но у нас в штабе, она идеология как была,
вот она очень приемлема оказалась, очень востребована оказалась в связи с этим госсоветом. Потому что суть нашей идеологии – это все-таки вот внушение, тренинг. Мы всем, значит, мы вот хотим тренинг такой у нас, да, по молодежи, чтобы пробудить в них сознание, пробудить в них любовь молодежи и пробудить в них, значит, в татарском языке привлекательность. Вот, с концертами, с мероприятиями. Но это ничего этого не получится, если у нас, у молодежи татар, не будет востребованности, не будет любви, не будет вот этого желания внутреннего, да, рух, иман, болмаса, біздің ул эш бушка была инде, да, пустое. Поэтому вот здесь собрались люди, я так понимаю, все неравнодушные к языкам, и не только татарские, каждый к своему. Поэтому, наверное, вот очень важным вот для себя считаем мы. Посмотрите наши фильмы, может быть, вы возьмете что-то для себя тоже. Значит, это очень полезно, что мы здесь собрались, потому что вот это вот обмен мнениями, значит, где-то, может быть, мы не дорабатываем, где-то мы не так делаем. Но сейчас штаб татар Москвы, значит, мобилизован. Мы сейчас проводим вот мероприятие, разъяснительную работу. И два момента, в которых, значит, штаб татар немного подверг критике, да. Критике то, что мы не выходим там, рот себе пластырем не закрываем, в какие-то демонстрации не выходим. Значит, мы не вместо рот заклеивать пластырем и демонстрации выходить, мы предпочитаем, значит, еще больше вести работу среди молодежи, еще больше стараться, больше разъяснительной работы проводить. Вот. И то, что, значит, мы все-таки поддержали воззвание за сильную Россию, которое было выдвинуто Конгрессом татар, да? Почему вы поддержали воззвание, значит, за выборы сильные, а в то же время нас эта власть вроде запрещает татарский язык? Вот мы считаем на сегодняшний день, например, татарский язык никто не запрещает. Мы сейчас ведем большую пропаганду, чтобы открывать частные татарские школы, в которых большая, очень на сегодняшний день необходимость в открытии частных татарских школ, частных татарских детсадов. И самое главное, это еще раз разъяснительная работа. Вот есть, например, в татарском молодежном конгрессе, есть там Тавриз, есть Айрат, да, там, например, есть ребята, значит, вот таких бы побольше ребят нам, чтобы с молодежью велась огромная разъяснительная, прямо настойчиво. Вот родился татарином, значит, гордость проявить у него, значит, самосознание проявить у него. И вот такую работу мы должны вести. И самое главное, конечно, огромный акцент в этой работе должен быть с учителями. Ну, была у нас всех провальная эта политика 25 лет в Татарстане, да? Ну что у нас? Вырастили целое поколение. Это поколение влюблены в татарский язык, они патриоты татарского языка. Или же они же даже между собой в Татарстане мало разговаривают на татарском языке. И вот поэтому давайте все вместе, значит, разговаривать на татарском языке. Вот очень большое наше мировоззрение сыграл визит президента Татарстана в Москву, когда он собрал 1000 человек, значит, в Корстене. Он обратился ко всем, чтобы давайте вот только кому еще нужен татарский язык, если не нам, если не каждому из нас, да? Кто за него еще болеет, за этот татарский язык, если каждый не из нас? И мы должны начать все с себя, со своего окружения, с этой идеологии татарского языка. Вот. С этого, значит, вот то, что мы поменяли, то, что мы сейчас обращаемся уже, вот, ведем с бизнесменами работу по открытию татарских детсадов, яслей, с пеленок, значит, и огромную надо сейчас провести работу с родителями, с молодоженами, с молодыми родителями, чтобы воспитать нужно такое поколение, сейчас новое поколение татар должно воспитать, у которых уже в мозгу, в крови, в сердце будет вот эта вот потребность, влечение такое будет, вот любовь и нужность, и вот эта гордость, что они носители татарского языка, татарской нации. И очень большой мы сейчас акцент делаем на сохранение татарского фольклора. Наши вот аллагы проводим татарские, но мы и так их проводили, но сейчас мы усилили эту, значит, аллагы, татарские песни, татарскую культуру. Вот в этом направлении тоже у нас идет огромная работа. Очень хорошо, что вот мы в штабе, вот у нас есть совет штаба, и мы в этих
людях, в этих молодых, находим отклик, находим понимание, и что они нас поддерживают, эта молодежь. Вот это для нас очень важно. Вот. Поэтому, вот, пользуясь случаем, посылайте к нам своих племянников, значит, молодежь посылайте к нам. Поэтому все вместе давайте решать эти вопросы. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну а сейчас мы плавно переходим уже к нашему круглому столу. Я хотел сказать, что всех мы поздравляем сегодня с наступающим праздником Днем России. Да? Мы все граждане этой великой страны. Наши предки за нее боролись, ее защищали и строили. Поэтому мы здесь не чужие люди, мы хозяева этой земли. Вот. И сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить вот возникшие проблемы с родными языками, с родными государственными языками республик. Вот. К сожалению, эта тенденция не новая. Она, в общем-то, уже продолжается много лет. Но в последнее время усилилась. Но, очевидно, здесь у нас это связано и с развитием информационных технологий, о том, что, значит, со всех сторон вещают массовые средства информации, интернет. Вот. А противостоять у народов России, к сожалению, сил достаточно мало. Вот, и в связи с последними законодательными инициативами у народов России возникает достаточно серьезное опасение о том, что это шаг к тому, что их языки скоро прекратят свое существование. А за языками исчезает культура, история этих народов. Ну и в конце концов исчезнут и сами народы. Вот. Это надо понимать, и это мы осознаем. Вот. Ну, что еще сказать? Вот помимо информационных там всяких вещей, опасной тенденцией является и сокращение применения национальных языков. Ведь об этом никто не заботится. То есть область применения языков сокращается, и независимо от того, значит, есть ли там агитация какая-то, никакая, но народ, в принципе, он смотрит, да, ребенок мой не может поступить в вуз со своим родным языком, да, не может найти хорошую работу и так далее. И волей-неволей родители начинают добровольно, в кавычках, отказываться от преподавания родных языков. Потому что это в жизни малопригодно. Ну и что хочется сказать. Значит, унификация, вот подобная унификация, значит, это национального нашего достояния в России, но это опасное явление тем, что это народы, ведь Россия является генофондом этой страны. По-настоящему, понимаете? И если мы будем уничтожать свой генофонд, тогда что останется? Это опасная угроза, то есть государство в опасности. Причем все эти мероприятия проводятся вразрез с существующим законом, Конституцией и принятым ООН документом. Она еще смелая женщина, социально активная женщина, борется за демократию в Академии наук и вообще прелесть. Анна Владимировна, прошу вас сказать свое слово. Родные языки – это не всегда языки с развитой системой функциональных стилей, то есть разных сфер употребления, да? Поэтому ситуация с сохранением родных языков, она такая, что мы можем стараться сохранять домашнее изучение этих языков. И, в общем, не во всех случаях фатально необходимо именно изучение литературных школьных языков, просто потому что эти литературные языки не для всех родных языков имеются. Но что касается государственных языков, то, опять же, как правильно говорилось, обязательное изучение их в субъектах федерации, для которых они признаны государственными, это требование Конституции и Конституций этих субъектов.
И поэтому, в общем, в отношении добровольности изучения государственных языков эта поправка явно антиконституционная просто. Значит, в чем опасность такого поворота событий? Если у нас исключается обязательное изучение государственного языка субъекта. Значит, во-первых, это очень нехорошо с точки зрения социальных отношений в субъекте федерации. Представьте себе школу, в которой детей татарского происхождения, значит, сажают учить татарский язык, а детей там русского или там еврейского или немецкого происхождения не сажают. Значит, сразу мы получаем две группы, вот, между которыми может возникать напряженность. Вот. Но с другой стороны, значит, я бы тут вот что, значит, сказал. Чем у нас вообще литературный язык отличается от нелитературного? У литературного языка имеется большое разнообразие сфер применения. Соответственно, у него имеются различные функциональные стили. Домашний язык – это язык почти исключительно диалоговый. В нем не употребляется значительное количество сложных конструкций языковых и довольно маленькое количество слов. Официальные функциональные стили – это деловой, научный, язык художественной литературы. Все эти стили, я надеюсь, что всем понятно, что необходимо для полноценного функционирования языка. Просто ряд языковых структур до создания литературного языка действует исключительно действует исключительно в больших эпических текстах, так сказать. Вот. Когда мы имеем дело с дописьменным языком, для татарского об этом, конечно, уже там 1000 лет как разговора нет, вот, но когда мы имеем дело с дописьменным языком, то он функционирует в основном в качестве диалогического языка с небольшим количеством синтаксических и морфологических конструкций. И, кроме того, в качестве языка крупных форм фольклора, где у нас, значит, развиваются сложные конструкции для выражения сложных последовательностей мысли. Вот. А когда у нас развивается литературный язык, то тут же все эти конструкции пускаются в ход, образуются новые, более сложные конструкции и так далее. Значит, для тюркских языков литературные языки начали развиваться уже очень давно. То есть практически зафиксирован у нас язык рунических надписей, в которых это уже письменный язык, уже со сложными конструкциями. Очень много всего такого в древнеугурском языке. И, как в свое время доказал Ильхам Рахимович Тенишев, литературные средневековые языки, в том числе поволжский тюрки, он же старотатарский литературный язык, являются в большой степени наследниками этой древнеугурской литературной традиции, из которой все эти приемы и конструкции доходят до современных тюркских литературных языков. Вот. Надо сказать, что влияние на современное... Ну, тут можно сделать небольшой исторический экскурс, значит, относительно постоянной борьбы, значит, диалектической
инновационных тенденций и традиционных в литературном татарском языке. Это касается, в общем-то, и большинства других литературных тюркских языков, а особенно на территории России. Значит, с одной стороны, в конце 19-го, начале 20 века сами татарские просветители работали над некоторой модернизацией старотатарского языка и созданием обновленного литературного татарского языка еще в арабской графике. Вот. Это была большая работа, которая велась среди культурных слоев татарского населения. С другой стороны, шло такое со стороны частично русского государства, но вообще тут такая двойственная тенденция, потому что с одной стороны, значит, это все было окрашено сначала православным миссионерством, потом, значит, потом большевистским миссионерством, да. Вот, значит, этим занимался действительно крупный тюрколог Эльмирский и другие достаточно образованные тюркологи. Значит, они пытались для целей, как это позиционировалось, для целей христианского миссионерства, православного миссионерства, разбивать новые литературные языки не на основании традиционного литературного арабографического языка, культурного, а на основании на основании народных говоров. Хотя направленность этого была вот такая, но эта деятельность была не бесполезной, потому что, значит, соответствующие же тенденции введения элементов народных говоров в татарский язык литературный велась и, собственно, татарскими просветителями. В общем, в результате там где-то к 20-м годам мы имеем уже такой развитый татарский литературный язык, вобравший в себя обе струи и при этом вполне современный. Переход на латинскую, а затем на кириллическую орфографию, с одной стороны, конечно, был вреден для непосредственного продолжения литературной традиции, но с другой стороны, для более простого обучения более широких масс людей непосредственно современному татарскому литературному языку, вероятно, такой переход был и полезен в чем-то, потому что обе эти орфографии, и латинская, и кириллическая, более хорошо отражают просто произносительные особенности татарские. Хотя надо сказать, что та старая латинская орфография татарская была, конечно, лучше разработана для татарского языка, чем кириллическая. Кириллическая хуже, поэтому проблема перехода на латинскую орфографию опять мы знаем, что в республике поднималась. Но тут тоже такой двойственный эффект, потому что, с одной стороны, конечно, та орфография лучше, но с другой стороны, любая резкая замена орфографии – это всегда некоторый период растерянности в рядах населения, потому что мы сразу получаем большой слой людей функционально неграмотных. И для того, чтобы с этим бороться, нужны специальные вложения средств и сил, на которые непонятно, были ли все способны. Вот. То, что сейчас происходит, значит, это вот что. Если у нас сейчас прекратится функционирование татарского языка в
в общем, мне тут задавала вопрос, прошу прощения, Радио Россия. Я не знаю, покажут они это или не покажут. Вопрос состоял в том, что для сохранения языка, как известно, важнее всего, чтобы говорили в семье. Какое же значение может иметь уничтожение школьного преподавания на татарском языке? На это ответ очень простой. В семье учат семейный язык, литературный язык изучают в школе. И если это прекратить, то у нас сразу оказываются люди, не владеющие рядом функциональных стилей татарского языка. Несколько лет назад к нам в институт поступал запрос от президента Татарстана, между прочим, по довольно важной теме, а именно это был вопрос о том, нельзя ли вернуться к возможности написания научных диссертаций по гуманитарным хотя бы дисциплинам на татарском языке. Это вопрос очень правильный, потому что это вопрос, который, если бы это разрешили, то это улучшило бы сразу ситуацию с положением татарского научного стиля, функционального стиля татарского языка научного. И это, с другой стороны, проблема, которая стоит не только перед татарским языком, но и перед русским. Сейчас довольно часто мы слышим из уст ведущих ученых, не гуманитариев все-таки, что статьи надо писать сразу на английском языке. Научные работы надо писать на английском, потому что тогда их прочтут во всем мире, а по-русски писать их не надо. И, соответственно, с еще большей силой этот вопрос становится для татарского языка. Зачем писать научные работы на татарском языке? В свое время один из принятых, в ВАКе все время менялась эта система очень сильно, один из принятых в ВАКе стилей поведения был такой: диссертации можно писать на татарском языке, там, соответственно, на казахском, это в советское время было там на азербайджанском и так далее, но автореферат надо писать на русском. Это, пожалуй, один, наиболее выгодный способ поведения, потому что, с одной стороны, может быть, авторефераты надо писать сразу на английском, я не знаю. Потому что, с одной стороны, при этом мы сохраняем все потенции татарского, казахского, азербайджанского и так далее языка, сохраняем специальную терминологию, принятую научными школами Татарстана. Некоторые вещи просто гораздо лучше выразить по-татарски, чем по-русски, а по-русски, чем по-английски. А с другой стороны, мы все-таки делаем для мировой науки несколько более доступным то, что делается этими научными школами. То есть человек может прочитать автореферат по-английски и потом понять, стоит ли ему разбираться дальше с этой работой по-татарски. Мы попытались внести это предложение в ВАК, но оно, конечно, было проигнорировано. Вот. С другой стороны, я бы хотела еще выразить некоторые сомнения в том, что ситуацию можно спасти, организовывая частные татарские школы, потому что тут все сразу будет завязано на социальном расслоении. Мы получим, кроме расслоения между русскоязычным и татароязычным населением Татарстана, мы получим имущественное расслоение, потому что, как вы понимаете, не всякий человек способен своего ребенка отдать в частную школу, даже если он хочет, чтобы ребенок изучал
литературный татарский язык. И, в общем, мне кажется, что надо стараться не опускать руки и все-таки требовать снятия этой поправки по конституционным причинам, а кроме того, просто призывая, просто это все, значит, все результаты, которые можно просматривать, они ведут прежде всего к развалу страны. Вот и все. Я, пожалуй, все. Мы тюрки все. И кумыки, и нагайцы, и карачаевцы, и все, кто не забыл историю прошлого, мы прекрасно понимаем тот же Мурад Анжи, у него есть такие слова: горы знает, земля знает, мы знаем. Кто сказал? Никто не знает. Он говорил об истории, о прошлой Руси, которая нам в искаженном виде. Мы не можем отрывчато сегодня говорить о языке, если история вся искажена. Какая у нас история? Она, понятно, написана на время, иезуиты меняли его. Меняли Рюриковича на Романовых, потому что Рум это оттуда. Она не имела никакого отношения. Русь поменялась на Россию. Россия это означает зависимое положение, опять же, оттуда, Ватикана. Поэтому все те вещи, на которых когда-то могли мы закрывать глаза, сегодня понятно, растет и самосознание. Мы все становимся, читаем больше виртуальный мир, имеем отношения с другими странами. Нам есть и чем гордиться, есть чем считаться, и, соответственно, мы должны придерживаться своего прошлого. А прошлое мы прекрасно понимаем. Тот же Мурад Анжи, к сожалению, неудобно говорить, когда кто-то еще разговаривает, если можно, немножко отвлекает, говорят. Учитывая, я говорю по памяти, как говорится, просьба послушать. Если можно, я буду короток. Все-таки мы знаем, что тюрки, татары внесли большой вклад в становление этого государства. Начиная с начала IV века, понятно, великое переселение кипчаков, как история называлась, мы понимаем, одна из племен тюркских, разбили Римскую империю, его стены, победоносную армию. В последующем разбились две империи, появились Византия, которые, кстати, татарам платили дань. Это история, потому что, как правовед, для меня очень важно, когда искажается все, что история была сделана, и сегодня через русский язык пытается на нас как-то влиять, я это вообще не понимаю. Вот видите, мы говорим на русском языке. Я родился и вырос в Чечено-Ингушетии, учился в кумыкской школе в советские годы. Кумыкской национальной школе. Представьте, советская власть, которая вроде бы все запрещала. Я закончил, русский язык знал достаточно сносно. Выучил его на слух в армии. Потому что тюркский наш язык, он смысловой. Мы всегда ищем смысл. Вот теперь попробуем понять смысл того, что происходит сегодня. С какой целью это делается? Почему все, что связано с тюрками, татарами, их прошлым, умаляется в нашей стране? Почему это происходит? С одной стороны, религия в какой-то мере. Также целый букет законов приняли Уголовный кодекс для того, чтобы преследовать мусульман именно по религиозным мотивам. Мы знаем то, что Гаяр Эфенди сейчас напомнил, шейх Махмуд Велитов, имам московский. Его посадили, как я подчеркиваю, за веру, за то, что он прочитал заупокойную молитву. И сегодня я дошел до Европейского суда, и слава Аллаху, 18 числа уже последний срок. Мы ожидаем уже до осени получить соответствующее решение. Мы надеемся, мы докажем, что это было преследовано за религию. Это взаимосвязанные вещи. Народ, имеющий свой язык. Вот я для примера себе выписал. В 93 году один последний считается классик 20 века Бродский, который покинул благополучно Советский Союз, встретился с другим лауреатом тоже Нобелевской премии Дереком Улкат. Они 9 сентября 93 года вели разговор о языке. Вот я хотел бы оттолкнуться от этого. Он высказал очень интересную вещь, что, говоря о поэзии, надо говорить о его взаимосвязи с языком, пространством истории. Я как раз о пространстве начал. Потому что невозможно, теряя свой язык, через свой язык мы можем передать все. Потому что, как же без этого возможно? Но некоторые считают, что язык можно просто так. В русском языке, все мы понимаем, половина слов тюркских, татарских. О чем они говорят? Тогда что они хотят, матом что ли друг с другом разговаривать? Они не то что запретить, ограничивая, изучая тюркские языки, в том числе, если в Татарстане живут, вот вы сказали, обозначили Конституцию. 68-я статья, пожалуйста, позволяет, дает право республикам устанавливать государственные языки. Татарстан республика.
Соответственно, он имеет право, никто не имеет права посягать. И дальнейшее, то, что мы многонациональный народ, у нас власть принадлежит народу, все это общие формулировки тоже знаем. Ни одна идеология не должна иметь преимущество. Разнообразие идеологии объявляет у нас. При этом мы видим, 29-я статья, все религии равны. У нас больше прав у атеистов, чем у верующих людей. В то же время мы видим, как инкорпорирована русская церковь во власть и устанавливает те правила, которые угодны, которыми также управляет из Запада. Какое отношение все это имеет к тюркам, татарам? Какая у нас связь? Это же обрывается. И сначала убирает 5-ю графу, не спрашивая ни о чем в этом паспорте. Теперь уже пытается ограничить его изучение. Если люди живут там, в Татарстане, русские, не русские, почему они не должны изучать? Они обязаны это изучать. Если мы детей отдаем сюда, национальных семей, они же изучают русский, даже это не обсуждается. Плюс навязывают какой-то немецкий или английский, как правильно вот первая выступающая говорила. Но это тоже нормально. Мы не против этого. Мы за знания, потому что знание нас обогащает. Вот с точки зрения истории, если посмотреть, мы понимаем, постоянное искажение прошлого России, вот непризнание, что произошло, каким образом Московия стала вот центром такого государства, кто сюда принес веру, именно татары, это удивительная история, как будто это можно как-то скрыть. Да, уничтожались беспощадно, сжигались книги, уничтожали людей. И в то же время, конечно, если взять даже распространение ислама, если арабы шли одними, не то что лозунгами, как они наслаждали ислам, в том числе Кавказа, почему кавказцы сопротивлялись, начиная с Дербента, но когда тюрки взяли знамя, огузы, они совершенно по-другому вели себя, поэтому много веков вся Европа приняла, в большей степени была исламизирована, они могли, в принципе, весь мир сделать таким, но такого и защищены были все, в том числе православные, христиане. Конечно же, за языки мы должны держаться свои, я полагаю, потому что так же, как этот классик Бродский, я начал с него, говоря об этом, он сказал, наиболее здоровая возможность проявления человеческой души является язык. Если человек все атеистические религии признает, состоит из тела и души, душа не принадлежит нам, нам его дал Бог, Аллах дал душу. Соответственно, языком мы проявляем свою душу. Не слышал. Вот поэтому с этой точки зрения, конечно же, проявление души человека, язык ограничивать никаким образом нельзя. Раз ограничивать, значит есть определенная проблема у тех людей или недопонимание. Таким образом, сделать так. Очень жаль, что некоторые представители татарского народа, облеченные, может быть, духовный сан или имеющие должность, в большей степени получающие благо от религии, тоже выступили против. Меня это в большей степени удивляет. Как же это так? Если это вы представители народа, вы, более того, презентуете себя как мусульманские лидеры, вы в первую очередь имеете доступ к кабинетам кремлевским, властным, они должны были бы прежде всего сказать, этого нельзя допускать. Но, к сожалению, это не делается. Это же не делается тогда, когда татар, мусульман сажают в тюрьмы. Целый букет законов, я сказал, вот этот язык, использование языка религии, взаимосвязи с статьей 282 экстремизм или публичное поддержание, как было дуа, сделанное дуа после джаназа намаза, приняли как поддержание терроризма. И все промолчали. Все промолчали, все проглотили это. Ну, конечно, один человек для вас, если ничего не стоит для нас, то какая разница, с нами можно что угодно делать. Почему сегодня шейх Махмуд находится, верный исламу человек, в астраханской тюрьме? Я не понимаю. И когда я обращаюсь в Европейский суд, и вот позавчера я получил ответ властей Российской Федерации на свою жалобу, они считают, обращение по закону мусульманина в суд является злоупотреблением права. Посмотрите, до какой степени дошли. То есть им не интересны мусульмане, которые в рамках права действуют, но более интересны вот такими бородами, что опустили, автоматами, тогда легче уничтожать. Понимаете, без суда и следствия. Но тем не менее мы должны знать свой язык. Слава Аллаху, мы знаем и русский язык, знаем другие языки. И, понятное дело, не бояться своего тюркского прошлого и те идеологии, штампы, которые нам насаждали, типа пантюркистов. Все, что связано тюрками, их верами,
какими-то, они называют то сектами, сейчас смотрят Сулейманчылар, Нурчылар, кто бы ни был, кто несет какой-то пункт ислама, сразу попадает. Вот 2003 год, Хизбут Тахрир аль-Ислами, да, это не тюрки. Но столько тюрков сидят в тюрьмах, вы представить себе не можете, сейчас дело дошло до суда, люди, от 10 лет люди получают сроки за то, что пришли куда-то, поговорить азиаты, тоже здесь Кипчака, да, тоже тюрки, одна из наших ветвей, их за то, что пришли, они, собираясь здесь на чужбине, хотят общаться друг с другом, изучать свою религию, какая разница, какого источника, их признают лицами террористами. Поэтому я считаю, Конституция... Да. Можно все-таки поближе вот к теме нашего, по языкам. А я не о языке, да? Да. Ясно. Хорошо, ну давайте вернемся к языку. Я обратил внимание, правовой посыл, статья 68, пункт 2, Республика вправе устанавливать государственный язык. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, республик, они употребляются наряду государственным языком. Что и было сделано в Татарстане и других республиках, везде. Говорят, вы зря разделяете так, я не разделяю. А? Кроме Карелии, там нет. Да, ну да. Возможно, где-то я не анализировал по всей России, но Конституция такое право дает. Если возьмем статью еще одну, например, 13-ю, Российская Федерация признается идеологическое многообразие. Это тоже имеет очень важное значение. Нельзя язык просто оторвать. Вот, например, тоже идеология, кто-то говорит, наша идеология ислам. Все, ты попадаешь под статью. Поэтому оборвать, сказать, нам кто может запретить общаться с вами? Мы будем с вами общаться на татарском, тюркском языке. Но то, что государство вмешивается в это и пытается ограничить и дать язык, который не является таким старым, таким древним, не имеет такие корни, я имею в виду русский язык, который наполовину, давайте, возвращаясь к этому, для того, чтобы историческая справка, когда в Древнем Киеве, якобы, где произошло крещение Руси в 998 году, Киев отмечал 1500-летие со дня основания Киева, недавно, уже после независимости. И там крутили такие слова. Вот послушайте, вы татары. Ходай алдына бетен эдем ачык олсун. Говорили они. 1500 лет назад, это каждый человек должен перед Богом предстать открытой душой, о чем мы говорили. Соответственно, тот же, кто писал повесть временных лет, половина которого тюркский язык, татарский язык или там кумыкский другой, это все, понимаете, сокрытие самой истории приводит к такому. Если бы мы все понимали, русские даже этого не знают. Если я не могу здесь отличить русского от еврея, или, армян еще могу. Потому что средства массовой информации находятся в руках определенной категории лиц, но не потому, что я хочу национальное подчеркнуть. Но мы не имеем, я не знаю, к какому татарину можно обратиться, татарские источники, даже подавая о судах, когда касается татар, ссылается на пресс-службу Генпрокуратуры и Следственного комитета. Иногда я звоню, говорю, вы что, с ума сошли, не можете нам спросить у меня, я его защищаю. Вам не интересно мнение защиты? Поэтому, конечно, проблема у нас тоже есть. Давайте к этому относиться самокритично. Я думаю, что у нас, конечно, есть великое прошлое, не менее значимое будущее, если будем держаться. Но, однако, уголовный кодекс пишется против нас. Потому что люди уже начинают бояться своей национальности. Приезжая в большие города, они пытаются, вот эта адаптация они называют, быть похожими на тех, кто есть, а здесь нет русских. Вот поэтому, если бы мы четко понимали разницу между Русью, хорошо читали хотя бы Мурада Анжи и Россией, и, соответственно, мы лучше бы знали свое прошлое, своего народа, это, конечно, тогда, какую бы должность мы ни занимали, мы бы четко придерживались. Если мы не будем уважать себя, нас не будут уважать другие. Поэтому Аллах buyursa biz bizne telebizne yürütecek, biz bizim dinimizne. O Ruslan'ı tarihi bizimki gibi değil, başka. Bir adam gelip bizim uyu bizge Kumukça, Türkçe, Tatarça söyleme demez. Bizim uyuda mesela. 20 yıl başka yerde yaşayız, bizim tilimiz var. Biz bir Orus tilsiz anlayız birbirini. Kırım Tatarlar da anlay. Anlay mı? Kayseri'ye git. Не давайте. Карагыз, Алтай, ал уходи. Че русского? А уходи, потому что наши предки были кочевники. Урал, get. Что это такое? Сибирь, Ермак, Ермак, Кар, зима. Все тюркское прошлое, они искажают нам, навязывают
какую-то иезуитскую историю, чего нету. Мы сыны великого народа прошлого. Мы не шовинисты, не националисты. Всех принимаем. Давайте хранить свое прошлое. Мы обязаны это сделать в память о тех, которые нам дали нашу кровь, наши гены. Аллах бюрса бадзат яхши болу. Сегодняшняя ситуация – это старое забытое. Мое поколение еще знает и помнит. И в жилах течет кровь, которая с молоком. Я родился в депортации. И в 70-х, 80-х годах точно так же запрещали говорить на родном языке. Нам говорили в общественных местах, как вам не стыдно, это бескультурие, говорить на том языке, который не понимают другие. В школах говорили, в институтах говорили, в техникумах. То есть мы не могли говорить на родном языке, потому что было постановление ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета. Будучи уже взрослым, когда я уже закончил институт, у нас был один человек, который женился на ненациональной женщине, так скажем, не своей национальности. Его, почему я это сравниваю? Мы ему говорили, если у нас был такой же орден Октябрьской революции, как у тебя, у нас карьера была. То есть поощрялось тогда, поощрялось, и у тебя движение шло вперед. Более того, сегодня зачем нам говорить, обязывать нас говорить на ином языке, помимо родного? Я уважаю русский язык, я его люблю, я читаю стихи, я увлекаюсь литературой. Но когда говорят на моем родном языке, языке моей матери, я начинаю волноваться. Моя душа начинает волноваться. Почему я говорю так? Любую возьмите стихотворение, это будет, или песни, или когда на русском языке ты воспринимаешь мозгом. Нравится, не нравится. Возьмем, как говорится, международные термины. Музыка нравится. Но когда вдруг начинает петь на родном языке, начинает волноваться душа. Как можно говорить о душе, отрывая от родных пенатов, от молока, от груди матери? На чеченском языке есть такое слово «муатбу камду, муатбац камбац». Есть язык, есть народ. Нет языка, нет народа. Более, скажу серьезно, родной язык – это душа народа. Это душа народа. Если у меня оторвать язык, я тлен, я никто. Я бездуховный человек, значит, я атеист. Значит, я делаю все то, что мне нравится. Значит, я забываю обычаи, культуру, которую веками каждый из народов нес с собой. Сейчас не говорим о меньшинствах, это слово мне не нравится. Во-первых, международный термин, нет такого слова, меньшинство, не определили. Просто сказали, потому что по количеству будут. И в России нет ни в Конституции, ни в межгосударственных отношениях слова меньшинство. Есть коренной народ. Значит, а если я коренной, я должен знать свой язык. Я обязан знать свой язык. Более того, давайте экономическую сторону. Почему нам навязывают сегодня необязательность изучения родного языка? Значит, учителя будут сокращаться, финансирование будет сокращаться, родители, которые продвинутые, не захотят изучать родной язык и будут как в 70-е годы, 80-е годы. Кто говорил по-русски, значит он продвинутый. Кто на родном, он не продвинутый. То есть отнимается финансирование, а это бьет очень сильно. Это значит, что просто родной язык перейдет обыденный, семейный, кухонный язык. Вот к чему призывает нас новый проект закона, который очень быстро хотят принять до сентября. Куда спешить?
Кто сказал, что родной язык мешает русскому языку? Наоборот, они, переплетаясь, создают ту ауру для человека, который знает передовое, знает свое родное и берет середину, дисциплину. Забирая у меня родной язык, у меня забирает дисциплину, обычаи, культуру. Чего нам навязывать обязательность одного языка и не обязательно другого? Сегодня русский язык, он обязательно. Посмотрите в республиках, я беру Северо-Кавказское. Нет ни одной конституции на родном языке. Никто не пишет, судопроизводства нет на родном языке. Общаемся на русском языке. Зачем вот этот закон нужен для того, чтобы будоражить мое национальное чувство? В общем, я хочу сказать, это законопроект, это только вершина айсберга. Уже де-факто все эти положения в школах действуют. Они действуют предписаниями прокуратуры. Они уже реализованы по всей России, и поэтому этот закон только подводит законодательную основу под предписание прокуратуры. И предписания прокуратуры тоже возникли не случайно. И потом дело касается не только преподавания родных языков государственных республик, касается вообще национального образования, преподавания предметов на родном языке. Я хочу сказать, в общем-то, родные языки добровольно преподавали в СССР. И в это время в Татарстане татарский язык сохранился, он сохранился из-за татарских школ. Были школы преподавания предметов на родном языке. Это основа образования. Потому что преподаванием родного языка только, в общем-то, можно как-то знакомить население с грамматикой родного языка, но родным языком эти люди все равно без преподавания предметов овладеть полноценно, применять в жизни не смогут. Потому что жизнь состоит не только «я тебя люблю», еще там что-то надо уметь, знать физику, химию, биологию и другие предметы и на родном языке. Без этого жить не может язык. Я вам пример приведу. У меня младший сын работает в Германии, он учился там, приезжают из России студенты, которые прекрасно владеют английским языком. Но учиться не могут, потому что они предметы на английском языке не изучали. И применять его в жизни не могут. Чтобы быть специалистом, надо знать терминологию на родном языке и предметы, чтобы их применять в жизни. Для разговора с женой, конечно, на самые примитивные темы можно применить родной язык без предметов. Но если вы в жизни начнете применять родной язык, вам придется знать предметы на родном языке. Так вот сейчас ситуация абсолютно иная. Есть предписание Рособорнадзора, который говорит, что все учебники на татарском языке должны быть внесены в федеральный список. Потому что сейчас в школах можно применять учебники только из федерального списка. А все учебники на языках, родные языки, они переведенные. На русском языке они в федеральном списке висят, республики выкупают авторские права, их переводят. Вот теперь надзор требует их опять внести в список. Ладно, это объявили в 2017 году, а для этого нужно время и деньги. Внесение одной линейки учебников стоит 700 тысяч. Экспертиза Академии наук надо заплатить. Они год делают экспертизу. После этого год министерство разбирает. Только на 3-й год они вносятся в список. А уже прокуратура требует, чтобы эти учебники изъяли из школ немедленно. Сейчас школы с татарским языком обучения не имеют учебников. И все школы на национальных языках учебников не имеют, так как прокуратура их запретила. Безо всякого закона, без ничего. Вот такими нормативными вещами. И это делается по всем направлениям и целенаправленно. Уже 4 года не готовятся преподавателей для школ, владеющих родным языком. Даже в Казани. Это означает, что национальных школ безо всяких законов
через 15 лет просто не будет. Там некому будет преподавать. И, естественно, оно пойдет автоматом. Даже в детских садиках не будет воспитателей. Если нет школы на родном языке, нельзя подготовить специалистов для детских садиков. Детские садики будут работать на русском языке. В регионах Российской Федерации, кроме Татарстана, это уже реализовано. Есть регионы Российской Федерации, где 100% татары живут. Это Пермские области, 3 района. И там все детские садики работают исключительно на русском. Потому что лет 20 тому назад все педучилища были с родным языком закрыты. И теперь в этой деревне, я там бываю, это районный центр у них Барда, все молодежь на улице говорят исключительно на русском. И родной язык туда входит 1 час факультативным предметом. В этих 100% татарских районах. В Республике Татарстан таких районов нет. 100% Автоническом тоже нет. Там где-то сколько? 85%. Кукмарский очень сильный. Кукмарский, но там татары вообще 50% только. Но они все говорят и русские, и марийские. Вот таким образом, вот эти сильные районы, они были на системе образования Татарстан, а у них силы держали. Теперь, нет, давайте, товарищи, об этом не спорить. Я просто хочу сказать то, что было, и что будет, что реализуется в Российской Федерации. Поэтому этот закон, он уже реализован в школах образования. Сейчас этот закон просто хотят осветить вот это предписание прокуратуры. Узаконить вот эти действия прокуратуры этим законом. И поэтому, в общем-то, можно и без этого закона. Потому что федеральные образовательные стандарты уже внесли соответствующие изменения. Вы можете зайти в сайт и посмотреть, висит уже федеральные образовательные стандарты для национального образования, для начальных школ. Там уже родные языки в обязательной части, и к родным языкам относится и русский язык. Больше ничего не надо. И государственные языки республик отнесены к факультативным занятиям, федеральным образовательным стандартам. Безо всяких законов, в рамках действующих законов. Можно этот закон не применять, уже все в федеральных стандартах есть. Федеральных стандартов, а школы обязаны выполнять федеральные образовательные стандарты. Кроме того, подмена понятий есть самые главные. Родной язык, государственный язык. Они друг от друга ничем не отличаются для изучения. У них правила одни и те же, у них методики изучения одни и те же. Государственный язык означает, что этот язык должны знать все на этой территории. И поэтому его надо преподавать всем. Только это. И поэтому внесение в предметную область родные языки, русского языка как родного, это, в общем-то, фарисейство, потому что нет другого русского языка, он один, хоть и статус имеет государственный, назови его родным, он один и тот же, и он уже в обязательном порядке преподается. Просто его внесение в число не родных языков, не русских языков, эта предметная область была родными языками названа, имея в виду не русские языки. Так их назвали. Просто внесем возможность выбора этого языка, русского языка, позволяет неравных условий. Условия неравные. Родные языки, они не являются компетенцией образовательной. По ним экзаменов нет итоговой аттестации. Без них аттестаты выдаются. Никуда они на зачет не идет. А результаты по русскому языку ЕГЭ учитываются конкурсными баллами по любому предмету. По любому. Хоть вы математиком станете, хоть юристом, хоть физиком, хоть химиком. У вас, хоть учителем татарского языка, у вас конкурсный балл по русскому языку и литературе будет превалирующим. В этих условиях ни один здравомыслящий человек для своего ребенка не выберет родной язык, потому что это ущемит преподавание русского языка. Перед теми, кто, вы представляете, в классе половина класса изучает русский язык 9 часов в неделю, а половина класса 6 часов в неделю. Как преподавать таким ребятам русский язык? Естественно, те, которые изучают его 6 часов, они уйдут вперед. А это в течение 11 лет набирается 1000 часов.
для подготовки ЕГЭ. Ведь люди считать умеют. При всех ваших призывах горячих к родному языку, они этим родным языком срежут себе будущее своему ребенку. Он не конкурентным станет. Поэтому свободный выбор языка возможен только в равных свободных условиях. А равные условия могут быть только тогда, когда по родным языкам тоже будут ЕГЭ, и точно так же баллы по родным языкам будут учитываться, а естественно для русских их родной язык уже изучается со всеми народами обязательно и наибольшее количество часов, поэтому никаких не может быть. Второй вопрос подмены понятия – это выбор родного языка. Это вообще нонсенс. Язык родной по определению, по конституции, по международным нормам – это язык народа. Это не язык деда, это не язык матери, это не твой любимый язык или язык, который ты знаешь. Это язык твоего народа. И все международные нормы предполагают, что родной язык является главной образовательной компетенцией. Без знания этого языка документ об образовании не выдается. Вы любую страну посмотрите, везде родной язык. И по всем нормам, и даже федеральные образовательные стандарты, на основе которых, которые построены на основе образовательных компетенций, в этих образовательных компетенциях международных главной образовательной компетенцией считается родной язык. Поэтому весь этот проект законодательства и все эти принципы, которые применяются, они лживые, построены на подменах понятий, и не надо им поддаваться. Законом количество часов не ограничивается. Количество часов определяется самой школой, потому что школа принимает программу образования. В законе написано, должны быть учебные программы, составленные на основе федеральных образовательных стандартов, а федеральные образовательные стандарты – это требования к компетенциям ученика. Там никаких количества часов нет, там никаких методик нет, там не написано, что должен изучать ребенок. Просто дальше уже сама школа определяет количество часов. У меня прямая цель была удивить слушателей постановкой вопроса. Однако у вас столько проблем, что вас удивлять невозможно. Даже если будет очень удивительный вопрос, у вас мышление занято уже давно национальными проблемами. Тем более, что таких проблем уйма, более чем достаточно. К сожалению, и таким путем решить их, как тут рассуждали, невозможно. И все эти вопросы, проблемы нерешимы. Таким образом, абсолютно нерешимы. Они могут быть решимы, если по частям этот вопрос будет разбираться, любой вопрос национальный, и прямо категорично заявлено в соответствующей инстанции, что мы это считаем преступлением, неправильным, теоретически необоснованным, наоборот, политически вредным. То есть вещи называть своими именами. У вас уже, я вот послушал, мне, конечно, все это известно, я знаю. Я слишком много уже пожил на этом свете, поэтому меня удивить трудно национальными проблемами. Но слушал вот внимательно, тем не менее, потому что каждый говорил от всего своего сердца о том, что национальный вопрос в России не решен, хотя он, конечно, ими считается давно решенным, он не решен. Такое впечатление создается, что к нему, как к вопросу, который надо решать,
и не подходили еще по-настоящему. Не подошли. Поэтому извините меня, если я о том, чем хотел вас удивить, не буду говорить. Потому что это все слишком мизер по сравнению с теми проблемами, которые мы поднимали в своих выступлениях. Можно так? Можно. Поэтому я не буду говорить, что, о чем я хотел. Я хотел обратить внимание ваше на теорию, разработанную Кропоткиным. Вы знаете, вот вы перед входом на Красную площадь висит ленинская, перечень великих мыслителей. Там числится Кропоткин. Я думал, в чем дело, за что его так Ленин полюбил, что о нем называет как о великом мыслителе. Тем более, что весь марксизм, ленинизм смеялся над его теорией доброго анархического государства. Он автор этой теории доброй анархии. И пришел к выводу, что он дал формулу всеобщего принципа всеобщей взаимопомощи. Вот он сказал, таким образом сформулировал, что маленькая птичка, которая чуть, может быть, больше мухи своим размером, она, объединяясь со своими подругами, решает, изгоняет со своей территории любого хищника, хотя бы и орла. Это вот птичка, которая размером своим не выше мухи. Взаимопомощь. Вот, между прочим, о чем я хотел говорить. И если бы татары поняли это положение, рассеянные по всему миру татары, если бы они сумели объединиться для того, чтобы решать свои проблемы, а им другого ведь никто ничего не предлагает. И никогда ни один татарский вопрос не будет решен как надо, если татары не найдут способ объединиться, не найдут способ разбогатеть, не найдут способ быть татарином среднего класса. Вот пока он не достигнет этого, не на что надеяться. А между прочим, ведь во всем мире татары. И они не маленькими группами, а очень приличными группами занимают очень большие территории. И если бы они могли объединиться хотя бы с татарами Татарстана, если бы кто-нибудь проявил такую инициативу и объединил, в России ведь тоже 20 миллионов примерно, я думаю, татар. Не меньше, наверное. А из них 2 миллиона в Татарстане. Поэтому, если бы удалось объединиться только самим татарам, я не говорю, что проблема объединения татар с русскими и другими народами стоит тоже остро. Я не об этом говорю. Я говорю, хотя бы объединиться с родным языком. Вот по-татарски, чтобы можно было собраться вот здесь, вот, сесть, человек 20, 30 или сколько, кто хочет,
И все говорили бы на татарском языке. Предлагали бы решение проблем. Вот если бы мы дожили до этого уровня, то был бы какой-то результат. Но, к сожалению, принцип взаимопомощи не для татар писан. Кропоткин его создал, видимо, для русских, для других народов. Принцип взаимопомощи, как решающий принцип. Причем очень важно знать, что татарский народ, как народ, который жил при всех режимах и был господином положения, должен понять, что другого пути выжить у него нету, как принцип взаимопомощи. Чтобы объединиться, чтобы все татары, уехавшие, Бог весть куда, в конце концов нашли способ объединяться. Другого пути просто нет. Товарищи, это, конечно, наверное, я думаю, разработка федеральной целевой программы по сохранению и развитию национальных языков. Затем, коллеги, это, конечно, языков коренных народов России. Затем, конечно, это развитие культуры многоязычия. Вот мне сложно говорить про Швейцарию, все-таки мне казалось, я швейцарские тюрьмы посещал, и я видел, что, например, в кантоне с французской речью, когда туда попадают люди немецкоговорящие, я имею в виду заключенные, им сложно общаться с персоналом, вот не знает там персонал немецкого языка. А есть очень интересный штат, где есть четырехязычная культура, сохраняющаяся несколько столетий. Это Гоа, где многие из вас отдыхали. Там родной язык канкани, никто его не собирается забывать. Одновременно они знают телугу, это язык соседнего штата, знают хинди, который ни на канкани, ни на телугу совсем не похож, и чудесно владеют английским языком. И у них, а некоторые португальским языком, и у них 4-5язычие существует уже, наверное, в 10-м поколении, и не приводит к забыванию своего языка. У нас с вами сегодня переход, я удивлюсь, к 3-2язычию, это первый шаг к забыванию национального языка. Вначале дети двуязычные, внуки уже двуязычные относительно, правнуки уже не двуязычные, просто помню, что где-то там у них был татарин, где прадедушка, да, а про правнуки уже забыли это. Ну и, коллеги, по поводу того, что сейчас делать, конечно, я думаю, что мы с этой поправкой должны бороться. Они, я убежден, направлены на безопасность нашей страны. Они направлены на то, чтобы под видом заботы о добровольности изучения языка столкнуть между собой народы России, столкнуть между собой культуру России, что опасно для будущего страны. И в итоге развалить страну. Ну и в итоге развалить страну, совершенно правильно. Здесь, вообще, два главных шага. С одной стороны, изготовление научных заключений историков, лингвистов, этнографов, социопсихологов, юристов, разумеется, которые с разных сторон будут прогнозировать последствия применения этих поправок, а с другой стороны, конечно, широкий массовый сбор подписей, который был направлен президенту Государственной Думы. Ну и заканчивая, я хочу сказать, что, наверное, кто меня знает, в курсе, что я член Совета прав человека при президенте. Я готов инициировать заседание Совета по этому вопросу. Мы с Михаилом Александровичем это уже обсуждали, мы уже планировали такое мероприятие. Ну и вот здесь упоминались тюрьмы. Основное мое направление деятельности – это защита прав человека в местах лишения свободы. Пожалуйста, если какие-то будут проблемы возникать, выходите на меня в рабочем порядке, оперативно. Я буду пытаться острые проблемы снимать, по крайней мере, когда там какие-то идут жуткие нарушения, которые требуют немедленного вмешательства. Что можно делать депутатами? Приходить на личный прием и с ними разговаривать. Я должен сказать, что вообще депутаты часто не знают, что они делают. Вот есть одна депутат Госдумы была, она погибла трагически, не буду называть ее фамилию, мы с ней дружили. И я к ней прихожу и говорю, слушайте, говорит, она очень много, кстати, большую роль сыграла для защиты национальных меньшинств. Это депутат. Я к ней прихожу, говорю, знаете, что Дума приняла такой закон, кладу ей текст. Она говорит, это что за идиоты это написали? Я говорю, знаете, там ваша фамилия стоит. То есть люди просто не читали. Там огромный объем информации. Если вы помните, например, принятие УПК, это гигантский текст, в котором было 8 тысяч поправок, люди приняли за 1,5 часа. То есть они не читают, они не вникают. Если вы к ним пришли на личный депутатский прием и актуализировали их в голове информацию, я не знаю, что потом вы им позволите, с них спросите, они совсем будут иначе действовать.
Но я думаю, что надо просто идти с этими людьми разговаривать. Еще есть вопрос, пожалуйста? Где-то полгода назад в Ишкарле была конференция, и один директор совхоза Мари сказал следующие слова. Есть великая река Волга, как она подпитывается. И в нее подпадают источники, чистые реки, как и ледь, и всякие родники. Вот, как только высохнут эти реки, источники и родники, великая река Волга высохнет. Есть народ, великий русский народ. Как она подпитывается? Она подпитывается малыми народами Российской Федерации. Как эти малые народы исчезнут, так в будущем великого русского народа не будет. Поэтому эти слова, пожалуйста, передайте. Будем видеть тогда. Вы знаете, вы абсолютно правы, но для того, чтобы эти вещи понимать, люди должны иметь историческое мышление, должны иметь историческую память. То есть я сам принадлежу к русскому народу, я очень люблю свой народ, но я должен признать одну не очень хорошую штуку, что русский народ от большинства народов мира отличается очень, ну, скажем так, пониженным коэффициентом исторической памяти. Увы, это не наша сильная сторона. Мы говорим о языке, анализируем там закон о госязыке, там, анализируем там, нужно ли там приравнивать там родной язык к государственному, там, да, какой в какие списки носить, как там переводить учебники и лицензировать ли эти учебники, значит, в то время, когда совершенно очевидно, что этот закон, который собираются обсуждать, является элементом большей проблемы, и у нас много свидетельств, что эта проблема больше. Ведь на самом деле, обратите внимание, этот закон появился уже вскоре после того, как был отказ от подписания направления союзного договора. То есть это ложится как звенья одной цепи. Сначала произошло одно, там, потом происходит второе, дальше станет вопрос, а у вас не президент, у вас теперь будет там губернатор Татарстана. То есть мы должны понимать, что язык — это элемент большего тренда. Этот тренд, конечно, является... Он раньше проявлялся, да? Все начиналось там в первой половине нулевых, когда там, а давайте обсудим, а не включить ли нам в какие-то документы государствообразующую роль русского народа. Нет, 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 вы даже и не думайте, что от этого будут какие-то последствия. Просто фраза в качестве уважения. Да? Это же так звучало. Сейчас у нас возникает вопрос, значит, о том, что нужно вот написать что-то, нужно бумагу послать, нужно довести до кого? До кого вы хотите это довести? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас слышал, что по поводу языка высказывался Путин? Он высказывался. Он сказал, что принудительное обучение языку — это нехорошо. До кого вы хотите довести? У меня вопрос, да? То есть совершенно очевидно, что это не образовательный тренд. Это не форма экономии образовательных бюджетов. Это определенная националистическая установка, которая свидетельствует о том, что такое вот колониальное сознание, сознание колонизатора, там, да, который не собирается учить тарабарщину этих варваров, потому что он победитель, она начинает доминировать, она проявляется в одном, в другом, в третьем. Там, да. Сначала вы почтите уважением нас как государствообразующих, потом давайте-ка перейдем на нормальный, цивилизованный язык, а не ваше быр-быр-быр. Да. И, кстати, какой там союзный договор? Вы о чем? Вы просто губерния. Да. С какой-то там этноспецификой, ну, мы не запрещаем вам между собой разговаривать. Да? Это большой тренд, и бороться с ним вот такими вот мелочными уколами, там, да, то есть это, ну, не знаю, насколько это может быть эффективно. Это дрейфует вся страна в этом направлении. Мы вот сейчас вот сидели, пока, значит, наш друг из Калмыкии выступал, и обсуждали вопрос, если штаб это просто разлитое, скажем, настроение в обществе,
это национализация там основной массы, и это просто умонастроение, или есть какой-то штаб, где принимаются решения, где вырабатывается программа, там, да, ну так вот, скажем, государствообразующая роль. И если в 90-е годы татары в шутку на вот роль русского народа могли сказать, знаете, вся ваша вся история вашей северо-восточной Руси, так называемой, это просто там, ну немножко у нас были неурядицы, знаете, в Западном Улусе, Золотой Орды, там немножко там кто-то там пошаливал, тут там, ну было дело там, да. То сейчас об этом смешно говорить, то есть это уже перешло от ну, такой интеллектуальной игры, когда мы начинаем, допустим, говорить, что, ну, извините, там, да, Дмитрий Донской, это просто там по поручению Тохтамыша пошел и разбил сбунтовавшегося темника, там, да, не он один. То есть это вот перешло от такой вот интеллектуальной игры к некой реальности. Если вернуться, и мы должны понимать, что это нечто большее, да? Это имперское сознание, да? А язык это лишь форма вот этой вот империзации России. Да? И я не знаю, как с этим бороться иным способом, нежели дать по рукам. Я правда не знаю. Если же говорить о, собственно, проблеме татарского языка, я не знаю, универсальный ли этот подход, не универсальный ли этот подход. Не уверен, что это универсально. Я уже озвучивал эту идею, что, в принципе, вы знаете, если бы не эта история с языками, татарский, скорее всего, бы дальше херел, да, потому что это язык такого бытового общения. Да, на нем очень мало создается интеллектуального продукта. И идея, что давайте мы сейчас быстренько вот сейчас вот тут что-нибудь замутим на татарском, там и все у нас получится. Нет, культура это не переход с языка на язык. Чтобы создать культурный продукт в нужном объеме, чтобы было интересно переходить на другой язык там, в 21 веке, это, я не знаю, это огромные вложения там, на протяжении 100 лет. Да? Так что создавать культурный фундамент, там, апеллируя к которому, значит, татарский язык может обосновывать свое право на существование, наверное, все-таки это не путь. Да? Если бы у русских не было этого имперства, да, которое они просто вываливают сейчас на всех, да, может быть, можно было бы сказать, там, вот, абстрагируясь как марсианин, там, да, ну раз умирает язык, мы живем в пространстве, где все эволюционирует, все там начинается, умирает. Нас же задевает эта проблема не потому, что там язык, не язык, там, да, а потому что огромное количество людей, не связанных даже с тюркским языком, там, да, их ставят де-факто в положение людей второго сорта. Вот в чем заключается проблема, и она больше. Если мы говорим о том, можно ли бороться с этим, ну, наверное, можно, да? Но тогда нужно создать какие-то иные стимулы для сусуществования и для востребованности татарского языка, нежели как бы культурный продукт о нем существующий, потому что его создавать очень долго. Да? И есть примеры, когда такие стимулы создаются. Я об этом тоже уже говорил именно вот в этой аудитории. Если бы противопоставить закону о добровольном изучении языка, да, родного языка, можно было бы законом о обязательном знании государственных языков любым госслужащим на территории этого образования, там, да, то, извините меня, у русских бы был точно такой же стимул, как у татар, изучать татарский язык. Да? И это дело не в том, что там дети, которые говорят на двух языках, они умненькие, а остальные там ложки такие. Да? Дело в том, что хочешь делать здесь карьеру в Татарстане, в сытом, жирном, богатом Татарстане, хочешь здесь карьеру, учи, не хочешь, вали в Кострому. Да? Вот так должен стоять вопрос, и только так, это касательно языка. И здесь еще, значит, было один момент, когда говорилось, что
Вы знаете, вот русские, вот нас вот когда стравливают русских с татарами, вы уж понимаете, что нации, они вот не при делах, они ни при чем, они не виноваты. Значит, что это вот чиновники вам противостоят, какие-то вот бездушные бюрократы, какая-то государственная машина. А люди-то что люди? Это очень лживая и очень двуличная позиция, потому что мы вот сейчас вот, мы не по учебникам каким-то, мы не по рассказам каких-то дедушек. Мы это все видим сейчас в режиме онлайн, своими глазами, и мы видим, кто как ведет. Мы видим этих самых родителей, которые с улюлюканьем говорят: нет, никогда мы своих детишек не будем заставлять учить вашей тарабарщине. И живем в эпоху Фейсбука. Мы знаем, кто эти родители. Это русские националисты. Так что не надо говорить, что здесь нет национального противостояния, национальной стычки. Она есть. Не татары ее начали, не татары, но она есть. А что я хотел сказать, что вот в отношении нашего коллеги, который бизнес-тренер, я хотел отметить, что дело в том, что сейчас ведется такая очень мощная информационная кампания против нерусских языков, которая представляет языковую ситуацию в России абсолютно в перевернутом виде. Если мы посмотрим на сообщения федеральной прессы, если мы посмотрим на вот эти формулировки законопроектов, у нас может сложиться впечатление, что татарский язык, башкирский язык, удмуртский, коми или там, не дай бог, еще какой-то более мелкий по численности носителей язык может нанести ущерб русскому языку. Это ведь совершенно ложно и совершенно невообразимая ситуация. Ни в одном регионе России никакой местный язык не может нанести ущерб русскому языку. Он не может нанести ему ущерб ни в общественном пространстве, ни в школе, нигде. Русский язык доминирует везде. У нас, наверное, уже 98% населения билингвы с рождения, да, за исключением каких-то отдельных случаев. То есть все люди владеют русским языком практически на уровне родного, в большей или меньшей степени. Русскому языку нигде ничего не угрожает. И когда в федеральной прессе появляются сообщения с формулировками «не в ущерб русскому языку», но это какое-то просто преступление против здравого смысла. К сожалению, так устроено информационное пространство в России, что люди, многие на это клюют и ведутся, и считают, что действительно где-то там в Татарстане русский язык ущемляют, да? Ну, это же абсолютное безумие. В этом плане нам очень важно координировать усилия для того, чтобы доносить объективную информацию и разваливать вот этот дискурс, неправильно созданный, специально так сконструированный, бороться с тем, как употребляются понятия. Давайте посмотрим, вот как сейчас дискурс строится, вот все словоупотребление вокруг этой тематики, добровольное изучение языков. Почему-то только в отношении нерусских языков есть формулировка «добровольное изучение». В отношении русского языка нет такой формулировки «добровольное изучение». Как другие коллеги отмечали, в отношении физики, математики нет такой даже понятия «добровольное изучение математики». Нонсенс, да? В отношении нерусского языка, не дай бог, там не будет доброй воли родителей или законных представителей. Создается, значит, специальная ситуация искусственного противопоставления одних предметов, которые как бы законные в школьном расписании, и других предметов, которые незаконные в школьном расписании. И вот русский язык, математика, они в школьном расписании законные, а чувашский язык, татарский язык, они как бы незаконные такие. Они должны доказать, что они должны попасть в это школьное расписание. Да? Дальше, принуждение. Почти там каждая третья статья в федеральной прессе выходит с формулировкой принуждения к татарскому языку. Но какое принуждение? Почему вы не пишете принуждение к математике в школе? Да? Давайте писать так, это будет тогда, ну, вообще восхитительно. Будет просто феерия, принуждение к математике, принуждение к физкультуре. Давайте весь школьный, значит, дискурс развалим в отношении каждого предмета, тогда будем решать, принуждение там или нет. Да, то же самое, как сейчас употребляются понятия. У нас в России очень любят, особенно с высоких трибун, разные лица, облеченные властью, говорить о, значит, российском многообразии, российской многонациональности. Они говорят, что вот в России живет более 170 народов, в России говорят на около 200 языках. И вот после того, как они это говорят, обычно дальше следует тезис. Но это же не значит, что мы должны поддерживать все эти языки. Это же не... Вы же понимаете, что нереально каждому ребенку обеспечить преподавание его родного языка в каждой точке России. Но поймите, ведь никто об этом и не говорит, никто же не просит. Ввели всеобщее изучение коми-языка. Я называю это всеобщее изучение. Не обязательное, а всеобщее. Всеобщее изучение коми-языка. Там такая программа, что в
коми-школах коми изучают как родной, обычно это сельская местность, это примерно 2 урока в неделю. Значит, в городских школах изучают коми как государственный, тоже, нет, значит, да, это в среднем 2 часа в неделю. Для территорий вот этих северных специальных, Воркута, Инта, где в основном превалирует, значит, приезжее население, кто приехали работать на шахты, у них 1 час коми языка. Значит, сейчас в Коми была большая достаточно для Коми Республики кампания, когда министр образования Коми осенью поспешила издать указ, который бы вводил, значит, факультативное изучение Коми как государственного языка, то есть, по сути, обнулял вот это изучение, всеобщее изучение Коми языка. В Коми поднялась общественная кампания, они собрали 4000 подписей за 2 недели. В результате глава республики издал указ, приостанавливающий действие указа вот этого министра образования. Ситуация осталась на месте, но что сейчас происходит в Коми? Там сейчас проходило вот в мае, проходило анкетирование, родители опрашивали о том, какой у них родной язык, у их детей, Коми или русский. И также родители должны были заполнить заявление об их согласии изучать в вариативной части Коми как государственный, в формате 1 час в неделю. То есть Коми как государственный перестает быть в обязательной части учебной программы в Коми. В тех школах, где его выберут из вариативной части, он будет изучаться 1 час. Более того, ситуация осложнялась тем, что в ряде даже Коми сел учителя склоняли родителей выбирать в качестве родного языка не Коми для своих детей, а русский. Да, вот. Удмуртия, наверное, самая дурацкая, плохая ситуация из всех финно-угорских республик. Значит, как государственный язык удмуртский в таком статусе не изучается. По сути, удмуртский изучается только как родной язык удмуртскими детьми в сельской местности, и то только в тех населенных пунктах, где превалирует удмуртское население. Значит, вот у меня есть статистика, что удмуртский изучается в 32% школ. То есть в 32% школ всего лишь в Удмуртии изучается удмуртский язык. И сельских тоже. Это из всех. Есть такая ситуация, что, например, Алнашский район Удмуртии, один из самых удмуртскоязычных, где доля удмуртов там наибольшая в республике. Если есть населенный пункт, где удмурты не составляют большинство, более 70%, ну, например, есть поселок, там удмурты где-то 40% населения составляют, в школе этого поселка удмуртский язык не изучается вообще. Вот такая ситуация. Как факультатив, удмуртский изучается в 11% образовательных учреждений. Вот. Риторика нового главы республики такая, что, значит, у нас нет проблем с изучением удмуртского языка, Удмуртия часть глобального мира, давайте обратим свой взор в сторону английского языка и будем усиливать свои компетенции в части английского языка. Тоже какое-то некорректное противопоставление удмуртского языка английскому языку создается. Зачем их вообще на одну плоскость помещать? Кто сейчас будет спорить с конкурентоспособностью английского языка? Да? Тем не менее, это делается. Можно вопрос? Да. Вот вы, значит, там являетесь там в совете, в международном совете, по-моему, финно-угорских народов. Вот как этот вопрос, допустим, в Эстонии? Как выглядит там? Вы же туда ездите, все изучают эстонский да, язык. вот этими с языками. В Эстонии все изучают эстонский язык. Есть еще, значит, малые народы Эстонии, это Виру и Сету. И они на территориях своего проживания в школах изучают это в качестве предмета. Свой Виру язык и Сету язык. Значит, есть русскоязычные школы, там изучается русский язык, точно как предмет изучается. И, по-моему, часть, примерно где-то 40-50% предметов также изучаются на русском языке. Вот. Вернусь к российским финно-угорским республикам. Вот, в Удмуртии, соответственно, в сельских школах где-то 4 часа в неделю изучается удмуртский язык. Ну, это вот удмуртские сельские дети. Еще такая есть проблема, что где-то треть, значит, в трети сельских школ удмуртских удмуртский язык изучается по программе для детей, не владеющих удмуртским языком. То есть дети, которые говорят с родителями по-удмуртски дома, знают удмуртский язык, умеют им пользоваться, в школе изучают язык по заведомо упрощенной программе, совершенно примитивной, которая пригодилась бы скорее для русских, татарских, чувашских детей Удмуртии. Но она им не дается, потому что в Удмуртии нет всеобщего изучения удмуртского языка. И сейчас соответственно, в Мордовии, значит, 2 мордовских языка, эрзианский, макшанский и русский. Вот все 3 языка являются государственными.
Соответственно, в Саранске, в столице Мордовии, где-то в 98% школ изучают один из этих мордовских языков в формате 1-2 урока в неделю. Ну и глобально можно сказать, что это уроки не языка, а уроки такой, ну, мордовской культуры, краеведения, да. То есть они там учат фразы основные, какие-то простейшие способы, основы грамматики. Вот. Но, конечно, этого мало для того, чтобы мы могли говорить хотя бы о какой-то компетенции этих детей на эрзянском или макшанском языке. Тем не менее, мои знакомые, которые преподают в этих школах, говорят, что там русские дети, изучающие эрзянский или макшанский язык, делают это с удовольствием, с интересом. В целом система построена так, что это достаточно все непроблемно делается. Много очень такой культурологической информации, к ним приводят артистов из национального театра, музыкантов. То есть все очень ярко, очень насыщенно, очень интересно. Но вот почему-то дальше происходит так, что, значит, дети растут, вступают в дело в родители, влияние общества, и, значит, чем старше человек становится, тем более негативным его отношение к местным нерусским языкам становится. Мариэл, значит, законом о языках государственных Республики Мариэл предусмотрено изучение государственных языков Мариэл, то есть русского и одного из марийских языков. Значит, система примерно такая же, как в Коме, то есть марийский язык изучается как родной и как государственный. Государственный изучался по 2 урока в неделю. Вот в 2017 году, когда были все эти изменения, по сути перешли к формату 1 час в неделю, и часть уроков марийского языка перенесли в часы. Какого марийского? Есть 2 литературных: горно-марийский и лугово-восточный. Башкирии говорят на лугово-восточном. Да. Соответственно, вот какая еще есть проблема, что уроки марийского языка переносят вот в этот такой краеведческий предмет истории и культуры народов Мариэл. И тем самым языковая составляющая выхолащивается. То есть, несмотря на то, что в Мордовии и в Мариэл преподавание, значит, марийского и, соответственно, мордовских языков как государственных пока сохраняется, мы можем говорить о том, что это совершенно незначительное число часов, 1-2 часа. И со все большим выхолащиванием языковой составляющей. Мы уже написали, наверное, больше 5 обращений и к Володину, и к Путину, и в наш Госсовет, и в Госдуму, и каждому депутату Госдумы Татарстана отправлены вот эти вот обращения с юридическим обоснованием того, что вот этот вот законопроект, который внесен депутатами Аршиновой, Николаем и другими 10 апреля 2018 года, он абсолютно противоречит Конституции. Но, как видите, вот 19 июля они уже будет первое чтение, и они будут как раз этот безумный, абсолютно антиконституционный, провокационный законопроект, они будут почему-то обсуждать, и скорее всего, даже могут они его даже принять. Ответы получили? А? Ответы на эти обращения? Ответы, да, от комитета получено, что Факт приноса почты был. А? Факт приноса почты был. Да. Что вот направили ваше что что спасибо, что законодательной деятельности мы будем учитывать. Вот, будем учить. Да, вот так нам ответил, в частности, депутат Фарахов, наш депутат Госдумы от Татарстана. Ну, что можно сказать? Что в 2002 году житель Татарстана Хапугин подал Конституционный суд. Он там утверждал, что вот изучение его детьми татарского и русского языка в равных объемах нарушает его конституционные права. Но 16 ноября 2004 года Конституционный суд Российской Федерации выпустил постановление номер 16П, где вот было написано, что
признать нормативное положение, устанавливающее, что татарский язык и русские языки и государственные языки Республики Татарстан в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования и исчезли в равных объемах, не противоречащим Конституции Российской Федерации. По-моему, тут исчерпывающе. Да. Вот я не юрист, я понимаю вот это положение, но 450 депутатов Государственной Думы, его почему-то до них не доходит. Я не знаю почему. Также мы пишем им о том, что напоминаем авторам законопроекта о том, что согласно Федеральному конституционному закону от 21.07.94 года, номер 1 ФКЗ о Конституционном суде РФ, статья 79. Так, я прошу меня внимательно слушать. Решение Конституционного суда Российской Федерации окончательно и не подлежит обжалованию. По-моему, это тоже исчерпывающе. Мне это вот понятно, что вот это вот решение Конституционного суда, что вот этот вот законопроект, который подали депутаты Аршинова, Сагалиев, Николаев, он как раз нарушает вот это вот постановление Конституционного суда. Тем не менее, вот так вот. Почему это вот там это вот как Николаеву и вот это вот Алене непонятно почему вот это вот федеральный конституционный закон им как-то они о нем не знают и не знают, что есть постановление Конституционного суда, они о нем тоже не знают. Вот такая ситуация. Так, это понятно. Да, это все понятно, да. А вот то, что 19 июня будет рассматриваться, это абсолютно. Нет, а вот еще скажите, как вас преследуют за дело производства. Есть еще один очень плохой момент. Вот когда мы узнали о том, что 19 июня будет рассматриваться, а на самом деле нас успокаивали, что все переносится на осень, и мы будем вас слушать, будем слышать. А сейчас переносится на 19-е. Вот в связи с этим дурацким чемпионатом мы не можем выйти даже пикет. Мы не можем выйти даже на одиночный пикет. Мы не можем выйти даже на одиночный пикет. Хотя вот в указе президента там не сказано об одиночном пикете, но вот наши правоохранительные органы решили, что одиночные пикеты тоже нельзя. За них тоже арестовывают, за них тоже дают штрафы. И говоря уже, мы бы собрали хотя бы большой митинг, мы бы пригласили на этот большой митинг тех же калмыков, тех же чувашей, тех же все наши республики пригласили, собрали большой митинг, но не имеем такой возможности. Но если бы вы собрали большой митинг, тогда бы, может быть, ситуация поменялась бы? Нет. Да? Ну, я не знаю, мы сейчас... Ради бога, драки с ментами на фоне чемпионата мира? Да вы что? Оштрафуют всех, это просто смешно. Ну, нам просто указ президента запрещает собрать этот митинг. Так, теперь об этом, о резолюции. О резолюции. Считаю, что главное тут сказано, то есть требуем снять с рассмотрения законопроект номер вот этот главное тут сказано, и государственные языки национальных республик должны быть обязательными для их граждан. Ну, я тут еще должен сказать о безграмотности депутатов Госдумы, потому что они путают два совершенно разных понятия. Государственный язык республики в составе РФ и родной язык.
Это специально делается. Это совершенно разные понятия. Тут я надеюсь, что присутствующие здесь это понимают. Это совершенно разные вещи. То есть это, как Божий дар все яичницы путают. Да. Так, еще что? Так, прошу меня дослушать внимательно. И у меня есть дополнение к резолюции, потому что дело идет не столько о языках, сколько о государственности республики. То, что делают эти государственные языки добровольными, уже означает ликвидацию государственности. Потому что это за государственность, которая не может у себя в республике установить свой язык? Кто-то сверху сказал, давайте сделаем. То есть это прямое покушение на государственность республик в составе РФ. Поэтому я предлагаю резолюцию нашего собрания включить вот после второго абзаца, включить вот такие слова: изучение государственных языков республик РФ на добровольной основе оцениваем как покушение на государственность коренных народов РФ и на государственных республик народов РФ. Так, теперь мы еще должны сказать о том, что я уже сказал о том, что мы начали бороться за это еще в октябре. И мы обращались к нашим депутатам Госдумы РФ, и мы обращались о том, что вот вы должны обращаться к Володину, вот вы должны бороться. А они что? От них никакой реакции, это просто какие-то косметические были у них выборы с их стороны, сейчас со стороны Гельмутинова, председателя комиссии по национальностям Госдумы РФ. Какие-то еще в апреле наш Госсовет принял постановление, где возражал против этого безумного законопроекта номер 438-863. Но их требование было совершенно такое, очень мягкое, о том, что все это должно обсуждаться. Да не должен обсуждаться законопроект, безумный законопроект. Он должен быть отменен, безусловно. Не должен обсуждаться. Вот даже тут наш Госсовет, поступил мягко, поступил без зуба. А не говоря уже о наших депутатах, о наших 15 депутатах. Ну, они, наверное, считают, что вот 15 депутатов против 420, это как-то слабо. Я так не считаю. Я считаю, если бы 15 депутатов выступили с письмом, с открытым письмом к Володину, где потребовали отмены этого безумного законопроекта, это было очень сильно, а не слабо. Они, наверное, считают, что это слабо, считают себя слабыми и не борются за наш народ, не борются за нашу государственность. Я это подчеркиваю. И поэтому Сектарский общественный центр выступает за то, чтобы начинать собирать подписи в Татарстане, чтобы их отозвать из Госдумы. А что касается наших депутатов Госсовета РТ, Республики Татарстан, то мы еще в ноябре 2017 года выступили с инициативой, они обратились к ним с предложением, чтобы они самораспустились, потому что в нашей Конституции есть статья, где предусмотрено самороспуск Госдумы и потом новые выборы, вернее, Госсовета, самороспуск нашего Госсовета и в дальнейшем новые выборы Госсовета. Мы писали о том, пусть придут настоящие депутаты, которые будут бороться за татарский народ, за татарскую государственность. Но, естественно, это все. То есть, вот я тут еще, мое добавление еще к нашей резолюции, к нашему собранию, мое добавление еще
Мы обращаемся к депутатам Госдумы РФ от национальных республик и депутатам национальных парламентов этих республик. Требуем, чтобы вы исполнили свой долг перед народами республик. Требуем, чтобы вы срочно обратились к председателю Госдумы РФ с предложением снять с рассмотрения этот антиконституционный, провокационный, антинародный законопроект номер 438-863-7.